Дорогие телезрители, здравствуйте! С вами программа «Кинолетопись Якутии». И в год педагога и наставника мы не могли обойти такую тему, как педагогика Якутии. И речь сегодня у нас пойдет о Самсоновых Парфении Никитиче и Надежде Евменьевне, которые, начиная с довоенных лет, дали импульс новой образовательной системе Якутии. Династия Самсоновых – одна из самых известных в нашей республике. Педагогическую династию заслуженных учителей Российской Федерации Якутии Парфения Никитича и Надежды Евменьевны продолжила их дочь профессор Тамара Парфеньевна, воспитавшая не одно поколение студентов-филологов на русском отделении историко-филологического факультета Якутского государственного университета. Многие якутские журналисты, преподаватели русского языка и литературы, писатели и поэты благодарны ей за трепетное отношение к языку, к слову. Хирургу-фтизиатру Якутского научно-исследовательского института туберкулеза Кларе Парфеньевне тысячи якутян обязаны своим здоровьем. Она оперировала до 70 лет, спасая и детей, и взрослых от страшного недуга туберкулеза. А сколько молодых фтизиатров она обучила за многие годы работы в медицине. Владимир Парфеневич Самсонов, космофизик, ученый, прошедший Великую Отечественную войну, занимался созданием полярных станций, устанавливая на них необходимую сложную аппаратуру и обучая персонал. Еще один сын, Николай, погиб на фронте в 1942 году. И, конечно же, Александр Парфеневич Самсонов, отец нашего гостя, оперный певец, народный артист Республики Саха-Якутия, заслуженный артист Российской Федерации, любимец жителей всех городов и улусов, до недавнего времени собиравший сотни горожан на концертах ко Дню Победы. И, конечно же, кто знает эту династию лучше, чем один из ее членов. Это Александр Александрович Самсонов, который сегодня гость нашей студии. Здравствуйте, Александр Александрович. Добрый день. И я бы хотела, чтобы вы начали нашу беседу с вашей семьи. Вот скажите, Самсоновы, они же в общем, настолько разносторонний вклад внесли в науку, в образование, в культуру, в медицину. Это вот как-то тоже было связано с деятельностью, скажем, родоначальников, педагогов Самсоновых? А вы знаете, наверное, все идет все же от семейных корней, в какой-то мере от педагогов первых, которые дали им начальный жизненный путь. Во-первых, дедушка учился у, в общем-то, известного педагога Старовойтова. Тот ему линию дал такую, что надо читать. И дедушка мой всегда и везде ходил с книжкой. Он читал про все. Философию читал, медицину читал, естествознание там и так. Что он только не читал, мне даже говорили, что он «Капитал Маркса» читал. Вот. Семья была дружная, сенокос, все на сенокос идут. Деревья сажать, все идут деревья сажать. Картошку копать, все идут картошку копать. Вот. И у каждого члена семьи были свои занятия. Ну, кто стирал, кто дрова колол, в деревне же жили тогда. И поэтому все потихонечку передавалось. Дедушка-то с бабушкой совершенно ненавязчиво воспитывали детей. Просто говорили, что надо сделать, как будто бы даже и своим детям, дети сами все делали. И у меня, наверное, то же самое. Вот, по крайней мере, года 2-3 мне было. Вот, дедушка нашел сапожные гвозди, маленький молоток, чурку мне. Я целыми днями гвозди вбивал. Я не знал, что он, когда ложился спать по вечерам, он эти гвозди снова вытаскивал на завтра. Вот. Постоянно коробочка была с гвоздями, я вот что-то там забивал. Потом появилась уже ножовка у меня маленькая, маленький топор появился. Вот, и как-то потихонечку приобщался ко всем строительным делам, что-то строил постоянно.
Когда на сенокос ехали, дедушка сделал мне маленькую литовку косу, вот, и давал определенный участок, ну там, где кусты, деревья, где они там сами не косили. Я потихоньку тоже помогал. Вот, так что чем-то все время занимались. В 20-м году в маленькой сельской школе начали обучать Самсоновы грамоте якутских ребятишек. Букварь Самсоновых, русский язык Самсоновых. В те годы из 100 якутов грамотным был только один. 40 лет эти учебники были первой и самой памятной книгой для каждого якута. Свои первые учебники они писали и для детей, и для взрослых. Самсоновы раньше многих своих коллег в стране начали обучать детей с 6 лет. За свою педагогическую жизнь ваша дедушка и бабушка Парфения Никитична, Надежда Евменьевна, они ведь воспитали, не знаю, тысячи учеников, да? Которые потом, впоследствии уже занимались, кто по какой дороге пошел. Вы часто встречались с людьми, которые были связаны вот именно с вашими родственниками? В прошлом году рыбачил я на Лене и встретил одного человека. Вот, разговорились, он говорит, да, я хатацкий, туда-сюда. Вот, я сразу спрашиваю, ты в какой школе учился? Да, я в хатацкой школе учился. Познакомились, я говорю, я внук Парфении Никитична Надежды Евменьевны. Он говорит, я к ним в гости ходил. А я говорю, а что ходил? Да, я, говорит, такой, плохо учился и вообще все плохо. Но они же меня заманивали. Вот, то лепешку дадут, то конфет дадут. И я должен читать был. Вот, сколько-то там страниц читал, тогда они мне, значит, давали вознаграждение. И помнит же до сих пор человек, наверное, ему лет 70. Вот, так что вот такие встречи тоже бывают, очень интересные. Я вот сразу вспоминаю, я был маленький, и постоянно к нам в дом приходили маленькие детишки. Вот, потом только я понял, что дедушка, бабушка тогда экспериментировали на 6-летних детях. Вот, и в 6 лет уже, значит, пытались их обучить грамоте на русском языке, и на якутском языке. Дети приходили, у нас были какие-то блины, лепешки, печенюшки, там, пирожки. И вот они приходили не только чтобы учиться, они приходили и покушать. Тогда время-то тяжелое было. Вот, и постоянно кто-то у нас дома был. Я думаю, что у вас таких встреч, наверное, было немало, потому что в вашем роду есть и космофизики, и папа ваш, да, которого любит вообще, по-моему, вся Якутия. Я думаю, что прежде всего это вклад самих родоначальников, да, вашего рода. У меня единственное было. Главное не подвести дедушку-бабушку. Вот, главное соответствовать их высокому уровню. Видный деятель народного образования Якутии, награжденный за педагогический труд орденами «Знак почета», Трудового Красного Знамени, медали Ушницкого Парфений Никитич Самсонов, его супруга, заслуженный учитель школы ЯССР, отличник народного просвещения, кавалер ордена Ленина Надежда Евменьевна Самсонова являются авторами и разработчиками более чем 130 научных работ, посвященных методике обучения якутскому и русскому языку. Ими созданы десятки учебников, программ и методических пособий. Кроме этого, благодаря их настойчивости и усилиям, в родном для Парфения Никитича Сунтарском Улусе было построено несколько школ, в одной из которых есть музей педагогической династии Самсоновых, а Хатасская средняя школа носит их имя. Надо сказать, сейчас проводится по республике самсоновские чтения, и есть целая сеть школ самсоновских, будем так говорить. Это
Тамара Парфеневна, их дочь придумала, она тоже педагог по образованию. Буквально неделю назад прошли самсоновские чтения в Сунтарском районе. Хатарская средняя школа провела большие мероприятия, посвященные 125-летию. И Кюкяевская школа, ну, по крайней мере, они отчитались, прислали видеоматериалы мне и звонили, вот, рассказывали. Так что вот до сих пор помнят и до сих пор, на мой взгляд, даже учатся. А дедушка вот когда-то интересную фразу говорил: пока педагог живет, он должен учиться. Кинолетопись Якутии мы чаще всего приглашаем в нашу студию людей, материалы о которых находятся в наших фондах. И вот надо сказать, что о династии Самсоновых у нас достаточно много материалов, в том числе и ваши есть. Мы можем найти, с большим удовольствием, причем найдем кадры, деятельность. Счастье дано, повстречатель беду еще, есть только миг, за него и держись, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Есть у нас большой массив материалов о народном певце, народном артисте республики Александре Самсонове. И, естественно, что вот о педагогах Парфении Никитиче и Надежде Евменьевне Самсоновых. Я ходить умею, пока глядеть я умею, пока я дышать умею, я буду идти вперед. И снег, и ветер, и звезд ночной полет меня, мое сердце, тревожную даль зовет. И еще раз можно повторить о том, что вот начиная с предвоенных лет, естественно, что и в войну, и в послевоенные, это был огромный толчок в развитии педагогики республики, самой северной на территории России. Ну что ж, я хочу поблагодарить вас, Александр Александрович. Очень интересные воспоминания. И я думаю, что в год педагога-наставника мы как раз не могли не вспомнить вот именно о вашей династии. Спасибо вам большое. Спасибо, вспоминайте чаще.